Документы на улучшение жилищных условий Совбан Мутаева подала в 2014-м. Новый год она со своими детьми встретила в отремонтированном доме. Как и сотни семей погибших военнослужащих, Мутаевы получили денежную помощь. Государственная программа по обеспечению денежными средствами семей погибших военнослужащих действует с 2007 года. За это время сертификатов на получение субсидий в Чечне выдано на сумму более 222 миллионов рублей. За период с 2007 по 2014 год нами обеспечено 813 семей. Данная услуга предоставляется один раз в 10 лет. Расчет средств стоимости квадратного метра на проведение ремонта устанавливается Министерством регионального развития Российской Федерации. И эта сумма ежегодно индексируется. Субсидия определяется количеством членов семьи, то есть на каждого человека выдаются денежные средства в размере 108 455 рублей. Ежегодно эта сумма индексируется. Несмотря на финансовый кризис, госпрограмма реализуется в полном объеме. На оказание помощи членам семьи военнослужащих при исполнении служебных обязанностей, в части, касающейся предоставления им субсидий на улучшение на капремонта, никак не повлияет ни кризис, никакие инфляции, ничто абсолютно. Это будет в полном объеме, не будет обеспечено. Работу по реализации программы Министерство труда проводит в 2 этапа. Это формирование личных дел заявителей в начале года и выдача денежных средств в середине. Для получения субсидий необходимо подготовить следующие документы: бланк заявления, правоустанавливающие документы на жилой дом, копия техпаспорта, справка о потере кормильца, удостоверение личности всех членов семьи, выписка из домовой книги и страховой номер лицевого счета. Также по поручению главы республики уже 2-й год действует еще одна программа поддержки семей погибших военнослужащих. Это ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. Это значит, что члены семей погибших имеют право на компенсацию, на 100% компенсацию расходов по оплате жилья и коммунальных услуг. Дополнительные меры предпринимаются сотрудниками Минтруда. На внеплановом семинаре районным отделом министерства было поручено провести надомный обход семей сотрудников, погибших в 2014 году. Эта категория льготников получит субсидии в первую очередь. Зура Саламова, Хальд Мовсаев, Денис Хаухаров. Новости.